İşte dostlar, en küçük bizim seyircilerimiz için en böyle beklenilgen ve en sevilgen rubrika, yani multfilm rubrikamız geçti. Umut ettiğimiz ki siz onu beğenirsiniz ve daima bizimle beraber onu bakarsınız. Çünkü biz ise bu divanda bütün takımımızla toplanıp bu multfilmini seyir ettik. İşte dostlar, adetimize göre multfilmden son stüdyamızda misafir bulunmakta ve biz şimdi onu karşılamaya ve takdim etmeye hazırız. Dostlar, memnuniyetle takdim etemiz. Bizim subetimizge hoş geldiniz. Sakın kaçırmanız. Biz sizni sabırsızlıkla efirde bekledik. Demek tanış olunuz bugünkü stüdyamızın misafiri Kırım Tatar Yaşlar Komitetinin reis muavini ve yakınlarda özünü böyle bir yercik bu göstergen insan Kemal Muminov. Buyurunuz. Selamun aleyküm. Sabah şerifiniz hayırlı olsun. Sizge de şey olsun. Sabahınız nasıl başlandı Kemal Bey? Sabahınız nasıl başlıyor? Çok değişikle başlıyor. По-всякому bывает. Но aslında böyle şeyler var böyle adet üzerine kaysı değişmeler. Постоянные есть вещи, которые каждый день делаешь. Это утреннюю молитву, sabah namazını kılgan son. Sonunda Kur'an-ı Kerim okumak çünkü bana gerek. Ben aslında da medresede de okudum. İlahi tarafından anda çokça tekrar etmek gerek onlarını. Sonra kahve, mavi şeyler böyle başlamış. İşte çok güzel. Kemal Bey, недавно вы заявили о себе как о певце. В свет вышла ваша первая песня, и она довольно-таки успешна. Сейчас, можно сказать, ее слушают уже почти все крымчане. Молодежь, да? Вся молодежь, я думаю, уже средний возраст также ее слушает. О чем эта песня? Что вы чувствовали, когда ее писали? Кто вам помогал? И почему именно на эту тему? И Бахшланс еще дополнит, когда произошла вот именно та премьера, на каком мероприятии исполнили впервые песню? По порядку, наверное. Да, бuyurun. Birinci максады, самая первая цель написания этой песни, как сказать, она о единстве в общем, о понимании этого единства главного. Да, потому что сегодня смотришь, например, не о том единстве, которое с одной стороны всплочает, а с другой стороны разделяет. Поэтому там даже в припеве, да, Барлик Дининде, Миллетинде, вот сегодня у людей немного путаются эти понимания. Бырыса и та меселя, анда тыль меселясы эн муим, бырыса и та один меселясы. Мы сегодня нуждаемся вот в разногранном как бы понимание вот этой всей проблемы, в расширении широты объятия вот этого всего понимания. И в этой песне раскрываются вот эти вот моменты о том, если ты, например, со стороны, например, национальной стороны смотришь, да, то ты как должен смотреть? Сегодня смотришь, например, Бырыса Адам Келео, Кырым-татар Джалафете, Ама o свидетели Иеговы olarak kaldı. Да. Береде kitaplar sana бере вот валла böyle olada kurdum. Onu бере kitabı ana Allah'ın kitabı yazılgan. Sen zannetessin birincisinden что bu İslam boyunca bir kitap. Anda Bibliya matından, İncil matından. Onun için bizlerinde din var, bizlerinde adetler var, bizlerinden çokça balaban bir tarih var. Onun için onu bizler okumalıyız. Мы должны изучать это, мы должны как можно больше разной информации обо всем знать, со всех сторон смотреть на проблему. Aslında siz bu türkünü yazgan vaxtında siz ayttınız ki böyle beraberlik olmağa, er taraflama inkişaf etmeye bunun ilhamlandınız. Ya onu birinci kere icra etkende. Sizin hissetken duygularınız. Ve ne yerde icra ettiniz? Ve ne yerde evet. Nasıl bu merasim edi, nasıl bayram? Icra ettim. Исполнили. Ну, сначала я как понял, биринчисинде, какие чувства я испытывал. Что вы испытывали, да, когда впервые спели ее? Я не помню, я, по-моему, в парке шел. Бу bizim salgır kenarında anda gezeydik.
И башында были, ну, эти мелодии приходят, я не знаю, базларга были кельмей. Я думаю, мне так казалось, что всем тоже такое же приходит на ум. Все, я стал постепенно, раз пришел, вот у нас есть Эдем Ибрагимов, был скрипач, кеманиджи. Да. Он мне помог сделать минус, он именно наложить вот это то, что я внутри эту мелодию постепенно. А потом постепенно стали слова приходить. Я хотел, чтобы от этой песни польза была, да, чтобы не было такого. Исполнил эту песню, ну, на таком, если мероприятии, он Секизанджимайста Баранджисы, тогда присутствовал и Сергей Валерьевич, присутствовал глава республики, и Заур Русланович, и Руслан Исмаилович. Им понравилась эта песня, мне сказали, говорит, я, говорит, аж ощутил, говорит, Руслан Исмаилович, я ощутил такое чувство победы, ну и вдохновил, как флагман, на другие уже действия, там, потом дописал еще некоторые моменты. И после этого, что это самое большое мероприятие, где я участвовал, это «Шатер Рамадана», это в Москве, где администрация президента присутствовали. Люди прям подбегали, говорили, мы из администрации президента. Сам Кабаев, этот президент ассоциации бизнесменов, и подошел, сказал, говорит, что очень хорошая песня, говорит, Сава у нас. То есть не только Крым, уже и в России ее услышали? Ну да, так получилось. Когда сейчас, идя, гуляя по городу, вы можете услышать с машин, либо с плееров. Друзья ваши, да. Да, либо слушают ваши слышат. друзья эту песню. Когда вы слышите эту песню у кого-то чужого, да, грубо говоря, что вы ощущаете, чувствуете ли вы себя звездой? Ну, пока еще, Были знаете, месселе. пока еще, вот знаете, там в Москве вот после мероприятия «Шатер Рамадана» я даже не ожидал, так столько людей подошли, один из бывший мэр Грозного, и долгое время со мной разговаривал, он общался вот на эту тему. И один человек сказал, не буду имя говорить, говорит, сильно не хвалите, говорит, сейчас зазнается. Он на меня так показал пальцем, говорит, вот он, говорит, не зазнается, бу адам хавалан маджах. Он, я вот не знаю, я просто, это еще песня, она сама по себе еще не вышла. То, что она где-то там звучит, это я так дал, например, ребятам, просто вот, например, Амед Тематик, да, это диджей, у кого я записывался, у него там осталось, потом там скинул кому-то, да, друзьям, и она все равно без этого, она набрала уже очень большое количество. У нас в следующий день вот около 3-4 тысяч просмотров было, это то, что было снято на видео. Да. Она еще не вышла, сейчас вот снимается клип. Сейчас снимается клип, да, вот это хотели задать следующий вопрос. Кто работает над клипом, какая идея, и, возможно, вы нам раскроете маленький секрет, что нам ожидать от клипа? Ой. Ну, вообще, оказывается, такая сложная вещь, это клип снимать. С самого начала, я просто уже снимается уже несколько месяцев, а не несколько, уже где-то 4 месяца где-то он снимается. И я вот постепенно начинаю понимать, вот когда, например, этих звезд, которые говорят, ой, я так работать не могу, ты думаешь, что там такого, да, например, он ничего не поднимает, ничего не носит. Вот бывает, да, бывает раз вот не в духе, и не можешь ты, например, сыграть там ту же самую роль, даже пройтись не можешь так. Идешь, как будто этот... То есть вы еще в амплуа актера, да, себе, можно сказать, ощущаете в этом? Да, и как вот... Просто там разные идеи, очень много разных идей, посредством которых сплочается народ, да, там идея о патриотизме, идея там как бы с национальной стороны, идея... И вот это все, чтобы показать, ну, это очень сложно, там они еще быстренько меняются. Где идут съемки клипа? Ну, сейчас вот планировалось вообще такое масштабное, вообще это все при поддержке главы республики происходит, это снятие клипа Заур Руслановича, Руслан Исмаилович. Это как бы там карт-бланш такой, любая мысль, и она будет, да, реализована. Но здесь как получается, мы хотели вот местами
показать просто части из крымско-татарских обычаев, то, что сегодня забывается, там, уважение к старшим, как-то, да, вот этот вот сценарий нужно было такой создать, чтобы показать вот эту эмоцию, да, там, почтение родителей, там часть религиозность. Вообще, такой сам жанр, что сама песня идет, а клип, он будет показывать активную жизнь просто вот какого-то крымско-татарского там, да, это самое, парня, да, семьи там или... Багышлай Диле, вы сказали, что у вас мелодии возникали в голове этой песни, мелодия этой песни. Можно сказать, что вы являлись и частично автором музыки, не только слов. Амет воплотил ваши мелодии в жизнь, либо он уже более как бы свои предложил, либо вы ему напели какой-то мотив. То есть у вас было уже представление о музыке, да, в голове в этот момент? Да, вот сама она, получается, что в этом проекте, как бы самой вот этой музыки, я сначала обратился, это вот Forl Beats, Осман, он поначалу раз, когда начал наигрывать, я так смотрю, оказывается, я ему просто так напел. Напели. Да, и я смотрю, ну, профессионально, я не видел, как это все делается профессионально, я никогда не занимался музыкой, вообще долго находился в раздумьях перед тем, как, чтобы начать, и вообще поймут меня ребята, там, друзья мои, или кто-то скажет, вот, Кемал запел. Но до конца вот я, вот эти вот все мелодии, мне вот Эдем Ибрагимов помог наладить вот этот вот, как его, то, что я хотел, то, что я чувствовал, вот он помог мне наложить именно вот эти вот элементы. А уже к Амету мы пришли с тем, чтобы записать, чтобы качественно. Ну, очень хорошо, профессионально, молодец тоже. Чё, Гузель? А какие у вас планы на будущее? Вы планируете ли развиваться дальше в области вокала, пения, песен, скажем так? Есть ли уже какие-либо наработки на следующую песню? Возможно, о чем она будет? Ну вот смотрите, думал насчет этого. Ну, хочется, знаете как, хочется быть полезным. Не хочется там петь песни там о том, о чем там, о любви, а все, что обыденное, да, там страдает, она там ушла, он пришел. Да, хочется такое, чтобы действительно у людей как бы расширялась вот эта вот грань, говорю, объятия, понимания, чтобы это такие песни примиряющие есть у меня, да, вот сейчас новые наработки. Это вот мы после вот этой, после последнего мероприятия, да, тогда вышли с Русланом Исмаиловичем, он мне кое-какие наставления дал по поводу, вот он говорит, не можешь ты, говорит, что-то придумать, говорит, подобие, говорит, романа там Горького, это сам рожденный ползать, не умеет летать, вот по поводу вот этого произведения. Я уже так набросал такие моментики. Машалла, то есть в скором времени, возможно, целый альбом выйдет ваш в Крыму. Возможно, да, если просто об одной и той же теме часто, постоянно петь. Кемалбей, что вас вдохновляет в первую очередь? Где вы черпаете? Ваши близкие, вот вы много говорили о друзьях, поймут ли они вас, нет. Ваша семья, как вот она отнеслась, поддержала ли вас в этом? Ну, у меня мама вообще, она как бы у нее не только, ну, у нее и гуманитарное, и религиозное образование, и она сейчас учителем эстетики работает. Она как бы долгое время музыкой занималась, и, будучи религиозной вот все равно. И все это совмещает в общем. В общем, я как бы не сомневался, что она меня там что-то осудит или что, она меня понимает вот в этих моментах. А если где-то вот там что-то запретное, да, например, согласно нашим традициям, обычаям и религиозным взглядам, то она меня сразу от этого отталкивает. Я как бы, у меня Анашка, она за папу и за маму. Алла yardımcı olsun, Алла сағлық берсін. Так что же вас вдохновляет? Где вы черпаете то самое вдохновение? Муза ли есть ли у вас? Природа, погода, я не знаю, что? Вот как оно, я вот честно даже до сих пор еще не понял как-то. Вот бывает, да, вот просто и ситуации такие
очень банальные, говорю, по Салгиру гулял, просто шел. Там еще ребята, они о своем, что-то Барбарнезнян Арансдал, Афитилер. И что-то вот я сижу, я никому это не сказал. Просто Бывает, да, бывает в очереди стоишь просто, там уже раз, там начинается, да, вот это. А осудительные взгляды, например, людей, да, вот вы стоите в очереди, тишина, ну, например, ну, либо в общественном транспорте едете, и вы начинаете, ну, вот как бы непроизвольно, это у вас идет с души, вы начинаете петь. Оборачиваются ли люди, что они вам говорят? Да нет, я так не Он не пою, я внутри. Он мысленно пропевает. Нет, ну, а мысленно оно как-то может и вырываться наружу немножечко. Бывали ли такие моменты, возможно, немножечко Когда казусные? захотел запеть, Да, а вокруг были люди. Да, или когда вы понимали, что голос уже не внутри, голос уже наружу, и вы уже поете как бы в полной, ну, не, как бы напеваете, можно так сказать. Не, ну я как бы себя в руках держу. Если что-то я это сначала думаю, потом. Так еще не было, он не Не было. вырывается, да. Чё вы? Не дай Аллах. Кемалбей, хотелось бы попросить вас сейчас пожелать что-то нашим телезрителям. И вместе с тем, вот у вашей песни такой вот хороший посыл. Возможно, сейчас словами этой песни даже что-то пожелать, сказать, донести до наших телезрителей. Буйрун, у вас есть такая возможность? Ну, вообще, как словами... Ну, словами песни не могу, я что могу сказать вообще? Халқыныз, уяныңыз, қаве, чүп пенжереге бақтыңыз, бір-біріңізді қырмаңыз. Бұл хаят çok ilginç bir şeyler. Boşuna yakmanız bu hayatını. Судақа селям, балларға. Судака. Алейкум селям. Алейкум селям. Чохсаланс Кемалбей, мы надеемся, в скором времени и в эфире нашего телеканала прозвучит уже эта долгожданная песня вместе с клипом. Хсмет Алса будет премьера. Мы вам желаем, в свою очередь, успехов, не только творческих, а и общественных, поскольку вы и активный представитель активной молодежи. И рады были видеть вас у нас в гостях. И Хсмет Алса, да, Беклей, с новыми песнями. Çok Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah yardımcı olsun. Dostlar, biz devam ettik ve böyle pozitif mevzumuzla devam ederek biz sizni Nefbeteki rubrikamızın bakmağa davet edemiz.